Фестиваль балетного искусства «Зарни Джиджиес» стартовал в эти выходные в столице Коми. Начался он со ставшего уже настоящим достоянием республики балета «Ягморт». Впереди неделя полного погружения в современную хореографию и яркие постановки. Театр оперы и балета приготовил немало сюрпризов для своих любимых зрителей, явно соскучившихся по сцене. Завесу тайны приоткроет Ксения Лосева. Золотые ласточки, именно так переводится с коми «Зарни Джиджиес», наконец прилетели в Сыктывкар. До этого даты фестиваля не раз переносились, сказалась пандемия. За это время организаторы успели не только поменять программу, несколько труп и солистов, но и саму концепцию. Теперь театр готов снова радовать и удивлять. Надо прийти и посмотреть, и создать свое впечатление. Нужно в это погрузиться, нужно этому открыться, довериться и тогда, наверное, составить свое мнение. В этом, наверное, есть еще особая какая-то магия современной хореографии. Да? Это не классический балет, где все ясно и понятно уже в течение 150 лет. Это совершенно другое искусство. Начать решили со ставшего уже настоящим достоянием республики Ягморта. Премьера первого коми-балета состоялась в далеком 1961 году. Затем было несколько редакций, и каждый раз спектакль готовил сюрпризы. Его показ в рамках фестиваля – последняя в своем роде возможность увидеть старую версию. Сейчас коллектив театра работает над новым прочтением классики, изучая архивы. Нами сделана рабочая запись для того, чтобы балетмейстер мог работать всего балета, все то, что написал Яков Сергеевич. Мы нашли хоровые куски, которые там были изначально, и которые, по-моему, не были ни в одной версии балета. И надеюсь, что мы сможем восстановить этот балет именно с хором, именно так, как замыслил автор. Это должно быть грандиозно. Грациозный пав в сочетании с современными реалиями. Сегодня балет перестает быть чем-то вне контекста времени и событий. Он все больше становится его отражением. Изящные движения выходят за пределы театра, рамки свободы расширяются, а значит и простор для творчества становится безграничным. Сыктывкарские зрители смогут увидеть это в постановках известных хореографов Александра Могилева и Константина Кейхеля. Если так посмотреть на картину всего фестиваля, то мы видим, что у нас ставка, в принципе, идет больше на показ современной хореографии, что Кейхель, Могилев – это современные хореографы. Я немножко отличаюсь от них, потому что я всю жизнь проработал в академическом театре, и классика была для меня первична, поэтому пуанты у меня никуда не исчезают. Это не только половая такая хореография, скажем так, как я могу ее назвать, да, но и это соединение разных стилей. В этом году впервые частью фестиваля станет Международный культурный центр. Его главная цель – совместное творчество российских и зарубежных молодых деятелей культуры. Творческие студии, мастер-классы, круглые столы с экспертами и, конечно же, встречи с артистами. На неделю Сыктывкар превратится в настоящую лабораторию искусства. Ксения Лосева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.